В эфире новости экономики на Якутия-24 в студии Нюрбуяна Иванова. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет сегодня заседание Президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. На этот раз темами обсуждения станут актуальные вопросы реализации национального проекта, демография. Основными темами дискуссии могут стать финансовая поддержка семей при рождении детей, создание новых мест в детсадах для детей до 3 лет, укрепление здоровья граждан. Ставки по ряду неналоговых платежей для бизнеса могут быть пересмотрены. В Минфине считают, что все платежи, связанные с государственными реестрами, должны устанавливаться в налоговом кодексе как государственные пошлины. Однако при их переносе в налоговое законодательство необходимо проанализировать экономическую безопасность нынешних размеров платы и скорректировать их. В Минфине сообщили, что ведомствам придется скорректировать размер некоторых сборов до справедливого уровня, а часть из них и вовсе исключить. Минтранс Российской Федерации рассчитывает, что распоряжение правительства о выделении 2,5 миллиардов рублей дополнительных субсидий на авиаперевозки между Дальним Востоком и центральной частью страны выйдет до апреля. По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении субсидируются по 90 маршрутам. В программе, которая действует круглогодично, участвуют 8 авиакомпаний. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 и старше 60 лет. Для женщин старше 55 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Первый в Якутии завод по производству керамической плитки и керамогранита в поселке Махсоголох Хангаласского района республики позволит создать до 400 рабочих мест и выпускать 3 миллиона квадратных метров продукции в год. Согласно проекту компании Якуткерама, объем необходимого финансирования составляет 1,5 миллиарда рублей. Инициатор проекта планирует изготавливать 2 миллиона квадратных метров керамогранита и 1 миллион глазурованной керамической плитки. 50% продукции он намерен сбывать в строительные компании, 20% населению, 30% в регионы, в частности на Дальний Восток, Урал и в Сибирь. Предприятие будет единственным в регионе. Сообщается, что на все необходимое для производства сырье находится в Якутии, в то время как заводы-конкуренты не имеют своих месторождений. В проекте отмечается, что выбранная для строительства площадка в поселке Махсоголох обладает всеми возможностями и основными факторами для создания современного высокотехнологичного керамического производства полного цикла. Общая площадь, выделенная под строительство, составляет 12 гектаров. Дальний Восток готов предложить трудоустройство победителям конкурса «Лидеры России». Об этом сообщил на финале конкурса вице-премьер, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, талантливые люди нужны в любом месте, но Дальний Восток готов предложить хорошую работу и возможности для карьеры. Напомним, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента Российской Федерации. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. Компания «Алроса» отложила покупку смоленского завода «Кристалл». Оценочную стоимость смоленского предприятия по производству бриллиантов, предъявленную Росимуществом, в «Алросе» считает завышенной. Об этом агентству экономической информации «Прайм» сообщил гендиректор Сергей Иванов. Напомним, в 2018 году наблюдательный совет «Алросы» признал целесообразной покупку 100% акций «Кристалл». Средства от приватизации должны пойти в государственный бюджет. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.